أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. С именем Аллаха, милостивого и милосердного, мероприятие, как и положено, открывается с чтения Корана. В первый день благословенного месяца Рамадан у мусульман появилась возможность, благодаря своим знаниям, выполнить один из 5 обязательных столпов ислама. Ведь в качестве приза 3 победителям подарят сертификаты для совершения паломничества в Мекке и Медине. Всевышний Аллах призывает нас в Коране состязаться в благих делах. Это благое дело. И первое слово, которое было неспослано в Коране, это слово «читай». То есть имеет, опять же, характер научный. То есть читай, познавай. И таким образом мы сегодня можем повысить уровень, религиозный уровень нашей молодежи. На самом деле этот конкурс – прототип игры «Знай свою религию», которую в Ингушетии уже несколько лет проводит Комитет по делам молодежи. Отличие лишь в том, что сегодняшний конкурс межрегиональный, потому среди участников не только ребята из Ингушетии, но и из соседних регионов. Изначально все участники должны были пройти отборочный тур – это тестирование. Второй тур уже по правилам турнира «Своя игра», в который прошли 16 участников. В их числе и Мурат Гусов, который приехал из Северной Осетии. Вопросы неожиданные, конечно. Точные вопросы, числа. Такие вопросы не ожидал, но, альхамдулилля, во второй тур прошел. Далее конкурсанты, согласно жеребьевке, разбились на 4, из которых в следующий этап проходил 1 игрок. После зачитывания ведущим вопроса право ответа получает игрок, первым нажавший на кнопку. Пророк Мухаммад 200 баллов. Сколько лет правил халифатом Осман, радийаллаху анху? Отвечает игрок 4. 12 лет. 12 лет. Правильный ответ. Если игрок дает правильный ответ, как в случае Ибрагима Ивлоева, то в сумме его очков добавляется стоимость вопроса, а при неверном ответе стоимость вопроса, наоборот, вычитывается. Все вопросы разделены по тематике. Знания о Коране, о жизни и о сподвижниках посланника Аллаха, мир ему и благословения, о пророках, мир им и другие. Тасаввуф 200. Продолжим высказывание Джунейду Абадари «Путь суфи закрыт для всех, кроме». Принять участие в конкурсе могли молодые люди исключительно от 15 до 30 лет, которые ранее совершали хадж и не являются выпускниками исламских учебных заведений. В зале не только участники, но и зрители, которые, наблюдая за ходом игры, обогащают свои знания. Большой интерес проявило и старшее поколение. Они хоть и не могут участвовать по правилам игры, но пришли поболеть за участников. Я читал брошюрку, этот листок, где были вопросы. Там очень хорошие вопросы. Сколько аятов в Коране? Сколько времени между Каабой и мечетью Аль-Аксай? Вот такие вопросы. И, конечно, вот сегодня наши ребята, которые сегодня участвуют в этих мероприятиях, если они даже сегодня не смогут пройти отборочный тур, я уверен, что они сегодняшний день начнут больше изучать Коран. Инициатор проекта – фонд «Вошел», который давно известен в регионе своими благотворительными акциями. Поддержку им оказали фонд «Солидарность» и Исламский институт. Все 3 путевки в хадж оплатил депутат Государственной Думы России Алихан Харсиев. Игра продлилась почти 5 часов. После череды вопросов в полуфинал попали 8 лучших. Ну а главные призовые места разделили 3 победителя. Это Ибрагим Евлоев, Мурат Гусов и Аслан Аушев. 4 июня, в день рождения республики, когда в Магасе развернется шатер Рамадана на несколько тысяч человек, заслуженные и долгожданные сертификаты этим счастливчикам вручит лично Юнусбек Евкуров. Зарема Ивлоева, Магомед Дидигов, Новости 24.